Олег Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. С какими результатами Следственное управление Следственного комитета завершило год и подошло к 6-летнему рубежу работы? У нас есть уже статистические данные по преступности Республики Саха-Якутия. Следует отметить, что в прошлом году произошел некоторый рост числа зарегистрированных преступлений. Всего зафиксировано 12 375 преступлений, что на 4,5% больше, чем в 2015 году. Произошло некоторое увеличение числа зарегистрированных убийств. Всего их в республике зарегистрировано 143 таких преступления. Рост составил 9%. Между тем, стоит отметить значительное снижение преступлений на сексуальной почве, значительное снижение изнасилований с 54 до 19. И резко снизилось количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Если у нас ежегодно регистрировалось около 1000 таких преступлений, то в этом году их снижение произошло до 557, что на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Если говорить о деятельности нашего управления, то в производстве наших следователей находилось около 1600 уголовных дел, 800 из которых закончены нами направлением прокурору. Какие наиболее резонансные дела в 2016 году расследовали следователи Следственного комитета? Среди тех дел, которые находились в производстве наших следователей, я бы отметил уголовное дело, которое нами возбуждалось и расследовалось в Сунтарском районе. В прошлом году приговор по этому делу вступил в законную силу. Это уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 6-летнего мальчика, где 45-летний житель села Сунтар заманил его к себе домой и совершил в отношении него насильственное действие сексуального характера. Это дело нами расследовано, направлено в суд, и преступник осужден к длительному сроку лишения свободы. Помимо этого, нами закончено уголовное дело в отношении так называемого насильника-велосипедиста, который совершил в городе Якутске изнасилование молодой девушки. В течение длительного времени он находился в розыске. В течение 2 месяцев мы проводили работу по установлению преступника. Но в конце концов мы его установили, привели к уголовной ответственности, и он понес заслуженное суровое наказание. Особое внимание нами уделялось защите прав несовершеннолетних в прошлом году. Например, мы активно реагировали на факты совершения дорожно-транспортных происшествий в отношении детей, особенно в тех случаях, когда они погибли. Нашим управлением расследовано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 12-летний мальчик. Этот случай был у нас в апреле прошлого года. На остановке общественного транспорта пострадало там несколько человек, в том числе ребенок погиб. И еще одно уголовное дело это по дорожно-транспортному происшествию, которое было в сентябре прошлого года. Это когда погибла 11-летняя школьница под колесами мини-грузовика. Эти уголовные дела нами закончены. Виновным предъявлено обвинение, и уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. И несколько слов о коррупционных делах, в том числе о деле Высоких. Я начну с того, что у нас в прошлом году зарегистрировано 121 преступление против государственной власти, что несколько ниже, чем в прошлом году, но снижение незначительное. Было в 2015 127 преступлений, снижение на 4,7%. Среди таких резонансных уголовных дел, которые на слуху в республике, это, наверное, уголовное дело по обвинению бывшего главы Ленского района Высоких, которому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Это уголовное дело имело общественный резонанс в связи с тем, что в результате действий Высоких сейчас город Ленск остался без детского дошкольного учреждения. Муниципальному образованию и Республике Саха-Якутия причинен ущерб на сумму, превышающую 56 миллионов рублей. Сейчас это дело находится на рассмотрении в суде. Еще одно громкое нашумевшее дело об убийстве в Ленском районе 3 человек. С какими сложностями и трудностями столкнулись следователи? Сложность, наверное, заключалась в основном в том, что мы не смогли сразу установить этого преступника. Преступление было совершено в условиях неочевидности. Рано утром носило, по сути, не было какого-либо сколь-либо значимого мотива для совершения данного преступления. По сути, убийство было совершено беспричинно преступником. Какая-либо связь между
преступником и потерпевшими ранее отсутствовало, то есть совершенно незнакомые люди. Поэтому сложности на первоначальном этапе по установлению возможного лица, причастного к преступлению, возникали. Отрабатывался большой круг подозреваемых, отрабатывались различные версии, но в конце концов, я считаю, в кратчайшие сроки, в течение 10 дней данное лицо было установлено, дело закончено с направлением в суд, и преступник осужден к 22 годам лишения свободы. Ну и в завершение, какие планы на 2017 год, каким направлениям планируете уделять особое внимание? Ну, по-прежнему приоритетом в нашей деятельности это будет обеспечение законных прав и интересов граждан республики, поскольку вся наша работа нацелена на то, чтобы жители Республики Саха-Якутия чувствовали себя защищенными от преступных посягательств. Естественно, важной задачей будет стоять обеспечение качества предварительного следствия, обеспечение разумных сроков уголовного судопроизводства. Вот такие задачи будут стоять перед нашим управлением в 2017 году. Что ж, Олег Александрович, спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам.